Добрый день, участник конференции. Меня зовут Лекунцева Наталья Петровна. Я педагог-психолог школы номер 23 города Воркуты. Сегодня вашему вниманию я представлю свое выступление по теме сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в образовательной организации. Какие бы изменения ни происходили в системе образования, всегда будет актуальным формирование учащихся потребностей в профессиональном самоопределении. Успешный выпускник – это тот выпускник, который, покидая стены школы, знает, кем он хочет быть и какую деятельность он бы хотел реализовывать в течение большей части своей жизни. И современная система образования, которая направлена на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, также предполагает такое умение у учащихся. Если мы остановимся на личностных результатах освоения основной образовательной программы, то мы увидим, что в пункте 2 прописано: обучающиеся должны быть готовы к саморазвитию и самообразованию, они должны быть готовы к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории своего образования на базе ориентировки в мире профессий. Это важная задача, это одна из главных задач обучения. Необходимо, чтобы весь педагогический коллектив свою деятельность направил на формирование этой задачи, на решение путей формирования у детей потребностей в профессиональном самоопределении. Это должны быть не единичные мероприятия, это должна быть логично выстроенная система, которую мы постарались реализовать в своем образовательном учреждении. В основу нашей системы положена периодизация о профессиональном становлении учащихся, которую сформировал Евгений Александрович Климов, советский и российский психолог, психофизиолог. Он выделил 3 этапа профессионального становления человека. Первый этап – это период допрофессионального развития, это до 11-12 лет. Второй этап – это этап выбора профессии от 11 до 18 лет. И третий этап – это период собственного профессионального развития человека, когда человек уже совершенствует свои профессионально важные качества. Как мы видим, 2 важных этапа, 2 этапа выбора, 2 этапа самоопределения, они как раз приходятся на обучение в школе. И это сложный процесс. Наряду с личностным становлением необходимо ребенку еще сделать и профессиональный выбор. Это неоднозначный процесс. Мы знаем, что современные подростки отличаются и клиповостью мышления, и некоторой инфантильностью. Наша система обучения сейчас предполагает, чтобы уже в идеале к концу 8 класса ребенок мог сам определиться с дальнейшим обучением, мог в идеале выбрать предметы по выбору для итоговой аттестации, те, которые важны ему с профессионального представления о собственной последующей деятельности. Является очень полезным, если ребенок сдает экзамены ОГЭ по тем же предметам, по которым он продолжает профильное обучение на 3-й ступени. Либо он выбирает такие предметы, на которых базируется его профессиональная деятельность, которую он выбрал для получения в среднеспециальных учебных заведениях. Естественно, при формировании своей системы работы мы учитывали особенности города Воркуты. Расположение города Воркуты на 67-й параллели делает невозможным, чтобы наши учащиеся увидели полный цикл профессиональной деятельности определенных профессий, связанных с лесным хозяйством, с сельским хозяйством. И учащиеся и 23-й школы, и многих школ города не имеют полного представления о данной деятельности. Для нас является важным, чтобы ученики имели полное представление о профессиональной деятельности как таковой. Только когда ребенок имеет достаточный объем знаний, он может сделать целенаправленный выбор на основе своего интереса. Естественно, в основу профессиональной деятельности положена ориентация учащихся на те профессии, которые необходимы для города, необходимы для республики. Поэтому большой пласт работы направлен на формирование представления о рынке труда.
о рынке труда таких профессий, которые востребованы в Воркуте. Это и профессии горного дела, это и профессии, связанные с обслуживанием с людьми, обучением, лечением людей. И поэтому это целенаправленная работа, которая начинается с 1 класса. Целью нашей работы является обеспечение реализации системы по ознакомлению учащихся с широкими возможностями самореализации в мире трудовой деятельности через изучение личностных особенностей самими учащимися и формирование реалистических представлений о собственных способностях, формирование представления личного отношения к профессиональной деятельности. Более 10 лет назад на базе школы создан профориентационный центр «Ориентир», который позволила, деятельность которого позволила систематизировать данное направление, делать его более логичным и более последовательно реализуемым. Поэтому очень большая работа ведется и по ознакомлению учащихся с требованиями рынка труда, с правилами формирования профессиональных планов. Среди задач следует выделить и задачу по выработке учащихся сознательного отношения к профессиональному самоопределению в соответствии с собственными возможностями и способностями и с учетом запроса рынка труда, и задача по апробации новых форм профориентационной работы, потому что введение и федеральных стандартов, и особенные изменения в личностных особенностях современных подростков требуют привлечения новых форм, где субъектная роль самих подростков большая, она заключается не только в тестировании, заключается в активном поиске своего «я» в направлении профессионального самоопределения. В настоящее время работа делится на 4 логичных этапа. Также мы выделили ориентационный этап. Большую роль, как и в классификации Климова, мы отвели работе по формированию учащихся актуального поля знаний о мире профессий. Этому направлена работа, реализуемая в 1-6 классах через работу классных руководителей. На втором этапе, этапе активизации профессионального самоопределения, у учащихся происходит формирование потребностей в осознанном выборе профиля обучения. Третий этап – это этап профессионального плана учащихся. Это период обучения в 9 классе, и здесь для нас является важным, чтобы выпускники имели первичный профессиональный план, который имел бы и пути реализации, и представляли, как его осуществить. Здесь важна работа по приобретению личного опыта выбора собственного содержания образования, который и в том числе личный опыт выбора предметов для итоговой аттестации на основе значимости для своей профессиональной деятельности в будущем. И 4-й этап – это содействие конкретизации профессионального плана учащихся, уже выбравших профиль обучения, оказание им помощи в ориентации в профессии внутри данного профиля. На первом этапе основными реализаторами данного этапа или основными исполнителями являются классные руководители. Это традиционные экскурсии как на предприятиях, так и в музее, при предприятиях нашего города, музеи воинских частей, музеи ВГСЧ, Воркута-Увы. Это участие в профориентационных конкурсах, проводимых в нашем муниципалитете, и в школьных конкурсах, связанных с представлением профессий, с знакомством с различными профессиями. Это профориентационные классные часы, которые имеют системный характер и начинаются от классных часов в профессиях моих родителей, заканчиваясь классными часами, когда рассматриваются перспективные, уникальные, необычные профессии. Это участие в школьных профориентационных конференциях, привлечение детей для участия в них и, естественно, вовлечение учащихся в кружки по интересам, вовлечение учащихся в систему дополнительного образования, потому что именно эта деятельность дает возможность детям получить первоначальный опыт о профессиональной деятельности, оценить ту или иную деятельность с точки зрения интереса для себя. Нравится, не нравится, могу, не могу. Это мне интересно, это мне не очень интересно. Более 80% наших учащихся 1-6 классов систематически посещают данные кружки и добиваются там определенных
уже профессиональных результатов, участвуя также в профессиональных конкурсах. Этой работе мы отводим особое значение и стремимся, конечно, к стопроцентному увеличению учащихся. Этап 7-8 класса связан с тем, чтобы подготовить детей к личностному профессиональному самоопределению, подготовить детей уже к выбору профессии как личность. Здесь важно, чтобы ребенок задумался о том, кто он, важно, чтобы задумался о том, какой я, каким я хочу быть, какую роль профессиональная деятельность будет играть в моей последующей жизни. И этой задачей решается через традиционные формы, которые применяются на более раннем этапе, но и вводятся специальные организационные и ориентационные курсы «Мир профессии» и «Выбор профессии». Данные курсы реализует педагог-психолог. В рамках этих курсов мы детям помогаем увидеть свои личные особенности, понять, какие требования профессия предъявляет к человеку и насколько у человека данные личные особенности сформированы. Важно, чтобы ребенок понимал, что каждая профессия – это не только интерес, но это профессия к личности. Важно, чтобы ребенок понимал, какие качества ему необходимо развить, какие качества являются его сильной стороной, какие могут помочь ему в профессиональной деятельности. В рамках этих курсов происходит расширение, также систематизация знаний о мире профессии, тот, который ребенок уже накопил к этому опыту. Происходит информирование о рынке труда. Важными аспектами в данном направлении является участие детей, вовлечение в таких два направления, как всероссийских проектов «Начни свою карьеру в Арктике» и «Билет в будущее». Проект «Начни свою карьеру в Арктике» позволяет в индивидуальном режиме ребенку вместе с родителем посмотреть на способности ребенка, на его интересы. Очень часто родители могут подталкивать ребенка к тому выбору, который желаемый для них. А здесь, пройдя совместно дома диагностику, родитель может увидеть интересы, родители побеседуют с ребенком о востребованных профессиях, о возможных путях продолжения профессионального образования. Важно, что эта работа совместная между родителей и ребенка именно направлена и помогает профессионально самоопределиться с учетом интересов и возможностей ребенка. Проект «Билет в будущее». Мы в данную деятельность в большей степени вовлекаем именно учащихся 8 классов, потому что им по окончанию 8 класса нужно то, что я говорила, определиться с выбором предметов по выбору и сделать желательно более приближенный к последующей профессиональной деятельности выбор. Поэтому эти пробы интересны для учащихся, они имеют познавательную роль и имеют профориентационную роль, опять же, в направлении «мне эта деятельность профессиональная нравится или нет», «я хотел бы этим заниматься или нет». И как, когда ребенок уходит с пробы, когда он говорит: да, мне это интересно, мы радуемся за него, но и когда он уходит с пробы и говорит: нет, меня эта деятельность не очень привлекает, мы тоже радуемся за него, потому что он делает свой выбор уже осознанно, более значим. На этом этапе большую роль отводится работе педагога, психолога, именно сопровождение детей в рамках реализации курсов и в рамках ориентации и консультирования при выборе профпроб в билет в будущее. Третий этап – это этап 9 класса. Это этап, когда происходит формирование у детей первоначального профессионального плана, выработка индивидуальной стратегии образования ребенка. Ребенок решает, куда я буду поступать после 9 класса, как я буду продолжать образование, что для меня важно на данном этапе получения профессионального образования или продолжения образования уже на профильном или углубленном уровне. Происходит конкретизация запросов учащихся на содержание образования. Большую роль здесь играет профориентационная консультация, проводимая школьным педагогом, психологом, ориентирование детей на консультирование профконсультантов в центре занятости в данный этап проходит. Большую роль здесь играют индивидуальные итоговые проекты и ориентирование детей на выбор тех тем, которые связаны с профессиональной будущей деятельностью. Чтобы ребенок выбирал не из перечня проектов, которые предлагает учитель, тематику, а сам задумался, что ему интересно, и чтобы проект
нес роль в функции развития личностных качеств ребенка, развития профессиональных качеств. Достаточно большой процент наших восьмиклассников, девятиклассников выбирают проекты, которые в последующем связаны либо с профилем обучения, либо и с их профессиональной деятельностью. Также проект на данном этапе реализует педагог-психолог при взаимодействии с классными руководителями. Четвертый этап – это этап обучения учащихся в 10-11 классе. Здесь важная роль отводится работе учителей-предметников. Учащиеся ориентированы на профильное изучение предметов. Они имеют представление о будущей своей деятельности, но важна конкретизация внутри профиля. Важна ориентация на отдельную профессию. И этой функции отдаются такие мероприятия, помогают сформировать конкретный образ профессии у ребенка. Это участие в днях открытых дверей в учебных заведениях, в том числе и онлайн. Наши выпускники, ученики 10-11 классов посещают профориентационные экскурсии в Московском институте стали и сплавов, в Санкт-Петербургском горном университете, посещают с экскурсией Череповецкий металлургический комбинат для того, чтобы увидеть непосредственно профессиональную деятельность специалистов. И вот эти участия в предметных конкурсах и олимпиадах помогает также детям сориентироваться уже внутри профиля. Традиционные конкурсы, олимпиады – это школа фармацевтов, это конкурсы «Достойной работе, достойные кадры», это школа «Шахта Шанс», все муниципальные конкурсы, которые реализуются в городе. Если это конкурсы для старшеклассников профессиональной направленности, то это учащиеся 10-11 класса, выбравшие данный профиль, для того, чтобы опять же получить больший опыт, большую информированность о профессиональной деятельности уже конкретных специалистов. И продолжают положительную роль играть индивидуальные итоговые проекты, которые также выпускниками школы защищаются и выбираются уже приближенные к тем профильным предметам, которые они изучают. Остается профессиональное консультирование, большая роль встречи с выпускниками школы, которые профессионально самоопределились, которые могут рассказывать об учебных заведениях и говорят о продолжении обучения, ориентируя детей на поступление в те или иные учебные заведения. Если говорить о результативности, то важным результатом является стопроцентная сформированность профессиональных планов выпускников. А для нас важно, чтобы выпускник имел представление о том, каким путем он пойдет в своей профессиональной деятельности. Конечно, большая часть выпускников идет традиционно привычным для нас путем. Это поступление в высшее учебное заведение, среднеспециальное заведение. Небольшой процент детей выбирают, часть мальчиков, продолжение службы в армии и дальнейшее уже продолжение образования для них. Определенный этап жизни является важным. Некоторые считают, что после учебного заведения, после школы вначале нужно отслужить армию, если у них позволяет возраст. Важным является, что выбор предметов для итоговой аттестации осуществляется выпускниками школы в соответствии с профилем. Если они обучаются в 10-11 классе выбрав те или иные профильные дисциплины, то 100% учащихся сдают эти предметы в качестве итоговой аттестации. Наши выпускники продолжают обучение также в соответствии с выбранным профилем обучения. Это говорит о целенаправленной работе, которую мы провели до 9 класса, когда дети, окончив 9 класс, приходя в профильные классы физико-математические или многопрофильные, выбирая профиль, обучаясь в нем в течение 2 лет, продолжает обучение в соответствии с этим профилем. У нас нет таких учащихся, которые бы на этапе выхода меняли предметы или не сдавали профильные предметы, которые изучаются. Ну и косвенным показателем работы является, что наши выпускники, 11-классники, выбирают тематику проектов индивидуальных
работы, также связанную с профилем обучения. Ярким примером являются выпускники этого года 11 класса, которые выбрали тему своей проектной деятельности, исходя из той профессии, которую они планируют обучаться по окончанию школы. Это говорит о их целенаправленной работе, это говорит о том, что они уже профессионально самоопределились, и это говорит о том, что они хотят более глубоко узнать все особенности профессиональной деятельности. Это приятно. Всегда нас радуют успехи выпускников, всегда нас радует их удовлетворение от выбора профессии. Я желаю, чтобы такое же удовлетворение получали и вы, и вовлеченность всего педагогического коллектива в профессиональную ориентацию школьников. Это важное направление работы, это важный залог успеха работы. Мы отдаем большую роль классным руководителям, мы отдаем большую роль учителям-предметникам, которые должны через свои уроки, через свою деятельность способствовать формированию профессиональных планов учащихся. Большое спасибо вам за внимание.